Здравствуйте, меня зовут Георгий Пайдютов. Я выпускник Высшей школы музыки 2003 года. Учился здесь, в канадской деревне, с основания школы. И сейчас работаю в Москве, в детской музыкальной школе 71. В оркестрах работаю, преподаю детям оркестр. И вот сейчас меня пригласили в летнюю творческую школу позаниматься с детьми. И мы вот сейчас занимаемся в школе, работаем над пьесами с оркестром. В 99 году в нашу школу приезжал как раз-таки наш президент Владимир Владимирович Путин. И я выступал перед ним в 99 году. Но он еще не был тогда президентом, но буквально через год он стал им, и я в 99 году как раз-таки и получил стипендиата президента Российской Федерации, получил стипендию. Был очень рад тогда, для нас это было тоже событие. Он тогда был, кажется, директором ФСБ, и школа прям встречала радостно, с музыкой, и с подарками. Вот. И сейчас, в этом году, я, конечно, не успел, я вот буквально через день прилетел в школу, не успел повстречаться, но было бы и очень интересно через 25 лет перед ним тоже выступать. Вот. И школа, конечно, и город преобразился, стал краше, и, соответственно, я бы хотел бы пожелать, чтобы к нам чаще приезжал наш президент. Все, спасибо за внимание. До свидания. Правильно подсказываешь. Все сбил человека. Цифра, играй. Играем. Сбил человека. Он хорошо все играл, ты начал ему что-то показывать, и все, сбилось. Здравствуйте, меня зовут Кузьмин Александр Эдуардович, заведующий кафедрой концертных, духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Бурсикова. Вот. Я работаю в этой школе со дня его основания. Позвали меня возглавить кафедру, тогда еще отделение духовых инструментов, и пришлось мне создавать вместе с коллегами духовое отделение. Это нужно было кадры сначала, да, преподавателей, потом набор детей и так далее. В общем, очень большая работа была. Это, конечно, благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, который дал свободу, так скажем, и создание нашей школы. И теперь этой школе уже 30 лет, как мы создали эту школу. И в прошлом году у нас было большое гастрольное турне по Иркутской области, Республике Бурятия и в Монголии. Вот. Ну, как мы понимаем, что долго сейчас приезжал президент страны Владимир Владимирович Путин. Он приезжал 25 лет назад. Точно, ровно, почти день в день. И тогда он был директором Федеральной службы безопасности. Но через полгода он стал уже президентом нашей страны. Но тогда он уже отметил нашу школу, и на протяжении 25 лет он постоянно нашу школу ставил в пример стране, что нужно подражать примеру Высшей школы музыки, что такие школы нужно умножать по всей стране. Вот. И действительно, теперь мы через 25 лет встретились и дали ему концерт. И представляете, какой он занятой человек, и нашей школе уделил 1,5 часа своей работы. Это очень нас обязывает, и это
большое, так скажем, большая удача, что он обратил внимание на нашей школе. Ну, конечно, идет разговор о строительстве нашей школы, и он взял это под свой контроль. Вот. И наше развитие будет в дальнейшем, думаю, очень продвигаться. Да? Вот. Но мы играли Владимиру Владимировичу произведение нашей национальной музыки. У нас есть талантливый аранжировщик для духовых оркестров Аян Малышев. Он сделал попурри и марш на тему якутских песен. Мы это представили, и вторым произведением мы сыграли марш танкистов. Это очень символично, потому что наши герои России, танкисты экипажа Алеша, и это отметил сам же Владимир Путин в своем выступлении, что если такой марш играют здесь, то, конечно, рождаются такие герои, как экипаж Алеша. Вот. Но сейчас в данное время у нас идет профильная школа по направлению духовые инструменты, и как раз это совпало с приездом нашего президента, и сейчас мы буквально послезавтра закрываемся и даем концерт заключительный. Вот. Удачно, потому что дети приехали из разных улусов, и мы помогаем им развиваться тоже в духовном искусстве. Вот. И это наша школа является базовой школой, которая распространяет своей вот этой методикой игры на духовных инструментах по всей республике. И мы рады помочь им. И талантливых детей, конечно, мы еще присматриваем и приглашаем к себе на учебу. Вот.
атым Громов Руслан, спо 11 курсабын. Мен вышамгы бердім бәм. Бұл Путинді кітті көрсі бүттен, конечно, кен тұттабын сәп. Мен бәм кенелейін диалогта спыппыт. Мен кенебей попрохеп бедім. Симфония добра тұғының оған Дальний Восток конкурса оңыроқ қайын ден. Оно жақай поддержкалауыта уже тылын бейбіті оңыроқ біттен. Онын үліхә жап грант сұрыйық тақпыт ол конкурстығынан. А так, конечно, олох бәйті президент была, конечно, да, бас туака бачулахан дойдуга кини главный был. Олен, конечно, кен тут давно лоханнык. Бачулахан кесубипин. Меня зовут Акимова Людмила, я ученица 9 класса высшей школы музыки. Играю на инструменте флейте. Меня очень вдохновила эта встреча. Вначале я очень боялась, что пройдет что-то не так, что-то пойдет не по плану. Но все прошло очень гладко и очень хорошо. Мне очень радостно было его встретить. Так тревожились, я очень тревожилась. Но все прошло хорошо. Я не задавала вопрос, я давала ему картину, которую нарисовали учащиеся высшей школы музыки. Ему очень понравилось, он сказал, что мы не только в музыке талантливые, а еще в творческом, художественном смысле. Васильева Раиса Ильинична, начальник отдела учебно-методического отдела Высшей школы музыки, руководитель профильной смены. Мы в этом году начали профильную смену, которую мы посвятили именно инструментам духового оркестра. Школа называется «Школа духового мастерства». И, конечно, мы являемся опорной площадкой регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия. И нас очень поддерживает Малая академия наук, фонд будущих поколений. Просто при финансовой, материальной поддержке целевого фонда Малой академии наук мы работаем как опорная площадка. В этом году в нашу смену, профильную смену, мы пригласили известного трубача, заслуженного работника культуры, обладателя премии президента Российской Федерации Александра Сергеевича Пунько. Он работал с нашими детьми 3 дня, с оркестром и с трубачами. И сейчас у нас работает наш выпускник Ютов Георгий Валерьевич, который закончил нашу школу в 2003 году. Он сам играет на кларнете, и он лучший педагог города Москвы, обладает премией как лучшего педагога, да? И спустя 25 лет он приехал к нам проводить мастер-классы с духовым оркестром. А 27 июня в республику приезжает президент Ассоциации духовых инструментов Брызгалов. И он будет работать тоже с нашими детьми. И 27-го будет играть сводный оркестр большой Государственной филармонии на площади Дружбы. И, пользуясь случаем, я, конечно, хочу выразить огромную благодарность Малой академии наук, фонду будущих поколений за поддержку, за взаимодействие, за организацию и проведение таких профильных смен, которые являются очень полезными для детей не только нашей школы, но и всех улусных детей, всех детских школ республики.